Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Говорим сейчас о свадебном буме в городе Севастополе. Как оказалось, город бьет рекорды по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек постоянного населения по сравнению с регионами соседней России. Вот такая новость, и здесь, как мне кажется, очень важно обсудить две детали. Во-первых, тот факт, что около четверти этих браков заключаются не севастопольцами, а жителями, приехавшими в Севастополь из регионов соседней России. И, соответственно, вторая часть — это непризнание, собственно, в цивилизованном мире, в большинстве стран, тех браков, например, которые заключены на аннексированном полуострове. Вот это все мы с вами будем обсуждать, но сначала послушаем подготовленный моими коллегами материал. Крым в центре внимания. Свадебный бум в Севастополе. Город бьет рекорды по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек постоянного населения по сравнению с регионами соседней России. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя со ссылкой на начальника управления городского ЗАГСа Ирину Жарикову. По ее словам, в этом году в городе зафиксировали более 4000 записей о заключении брака. При этом четверть всех пар не севастопольцы. Это иностранные граждане и жители российских регионов. В текущем году также было зарегистрировано более 4000 записей о рождении детей, 539 об установлении отцовства, а 57 об усыновлении. При этом в 11 семьях родился 6-й ребенок, а в 3 семьях 8-й. Жарикова также отметила, по сравнению с прошлым годом наблюдается другая положительная тенденция. Количество смертей сократилось более чем на 1,5%. В 2016 году Севастопольстат сообщал о снижении количества желающих зарегистрировать брак. Сравнивая данные с 2015 годом, свадеб было меньше практически на четверть. В Крыму за прошедшую неделю отношения оформили 257 пар, из них 77 зарегистрировались в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Министерства юстиции Крыма. Крым в центре внимания. Итак, свадебный бум в Севастополе с вами обсуждаем, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю вам, что вы можете звонить нам прямо вот в эфир. 8 800 10 06 926 для жителей Крыма, 044 490 29 05 для жителей материковой Украины. И обсуждаем этот самый свадебный бум, но вот сейчас в отдельном аспекте, который, как мне кажется, важно знать, в том числе крымчанам, да, что, по сути, браки, заключенные на территории аннексированного полуострова, на материковой Украине, да и в остальной части цивилизованного мира не будут признаваться. Вот что с этим делать, как поступают люди, как себя обезопасить, я не знаю. Вот об этом сейчас будем говорить с Еленой Антоновой, членом инициативной группы «Крымчан» и главой общественной организации «Шторм». Елена, здравствуйте, слышно ли меня? Здравствуйте. Да, здравствуйте, слышно. Слушайте, я знаю о проблеме, что свидетельство о браке, выданное в аннексированном Крыму, на территорию материковой Украины признаваться не будет. Что с этим делать? Что с этим делают люди? По большей части в Крыму об этом мало кто знает из людей, которые вступают в брак по закону непризнанного государства. И они остаются жить с этими документами, после этого у них рождаются дети. И в большей степени, когда им приходится оформить свидетельство о рождении детей в Украине, чтобы получить свидетельство о рождении, загранпаспорт для своего малыша, тогда они сталкиваются с той проблемой, что их брак, который заключен в Крыму, недействительный, и им приходится все отматывать назад. Сначала им нужно заключить брак, и потом на основании своего брака, официального, заключенного в Украине, они могут зарегистрировать своего малыша. Но проблема еще заключается в том, что в большей степени девочки, мамы, невесты, они берут фамилию своих мужей. И документы, которые они подают в Украине, они подают украинский паспорт со своей девичьей фамилией. И дети рождаются уже в Крыму и получают папину фамилию. А когда они возвращаются в Украину, чтобы зарегистрировать малыша, они сталкиваются с такой проблемой, что фамилия мамы и ребенка
разные, ну, как бы по украинским документам. Это То есть, тоже можно большая я секунду, проблема. я вас прерву, но это важно, мне кажется, отметить, да? То есть у мамы и ребенка разная фамилия, при этом мама по украинскому закону не находится в браке, соответственно, процедура признания отцовства и вот, собственно, выписывания украинского свидетельства о рождении, а потом и заграничного паспорта еще сложнее. Я правильно вас понял? Да, правильно, вы правильно меня поняли, но еще плюс оно ложится финансово, то есть делается установление отцовства, которое стоит денег, и мамы некоторые не могут доказать отцовство, им приходится, в некоторых случаях мне обращались люди, которые говорят, нам пришлось купить справку в гинекологии за 500 гривен, чтобы как будто бы я беременна, и мы только сейчас расписались по этой причине, и только потом задним как бы числом оформления детского свидетельства о рождении, как будто бы папа законен. То есть они или там они вкладывают финансы, чтобы выровнять все по законодательству Украины. Это очень сложный процесс, и это очень дорогой процесс. То есть если нет справки, нет никакого основания для быстрого расписания, есть это как бы реформа юстиции, которая называется «брак за дубу». Я не считаю это реформой, я считаю это формой зарабатывания юстиции на людях, которым это очень необходимо. Потому что если бы это была просто реформа, она бы была там общедоступной, но для большей части украинцев, которые проживают на временно оккупированной территории, это очень тяжелый такой, знаете, финансовый тягар, потому что сумма, которую запрашивают за брак за дубу, составляет 2500 гривен. Плюс люди должны приехать, и это очень-очень накладно. Хорошо, Поэтому а это такой я спорный слышал вопрос. даже о ситуациях, когда люди имеют два разных свидетельства о браке, одно выписанное на территории аннексированного Крыма и, соответственно, российские документы, и другое, подчас даже с другими людьми, на территории материковой Украины с украинскими документами. Вот как вы думаете, зачем это делается и насколько это может быть распространенной практикой? Смотрите, дело в том, что в большей степени крымчане сохраняют документы, которые выданы в Украине, да, но есть случаи, когда время идет, аннексия уже почти 4 года, рождаются дети, люди выходят замуж и женятся, и поэтому как бы для внутреннего пользования они оставляют те документы, которые выдана оккупационная власть, а те, которые украинские, которые законные и с которыми они могут двигаться по Украине и пользоваться этими документами, естественно, у них есть свидетельство про шлюб с трезубом. И это, я думаю, что это нормально. Это точно так же, как с российским паспортом. У каждого он есть, но он нужен для того, чтобы здесь жить, ходить на работу, кормить своих детей и дети, чтобы учились в школе. Это вынужденная мера. Вынужденная мера. Что ж, спасибо огромное. Елена Антонова рассказала о деталях бракосочетаний в Крыму и тех проблемах, с которыми сталкиваются люди, которые оформили брак на территории оккупированного полуострова. Но нас же интересует еще один аспект данной темы. Около четверти зарегистрированных браков в Севастополе это браки не севастопольцев, а браки с участием жителей регионов соседней России в основном. То есть мы можем говорить о том, что да, не только по количеству приехавших в Крым после аннексии людей из России, которых, вот, например, Мустафа Джемилев назвал, что это порядка 300 тысяч человек только из России, происходит заселение и вот такая с помощью брака ассимиляция. На самом деле это не первый случай в истории Крымского полуострова, когда Россия производит такие действия. Сейчас с нами на связи крымский историк Гульнара Абдулаева. Вот этот аспект с ней сейчас обсудим. Гульнара, здравствуйте, слышно ли меня? Здравствуйте, да, слышно. Мустафа Джемилев, уполномоченный по делам крымско-татарского народа, сообщил в эфире Пятого канала о том, что Россия завезла в оккупированный Крым около 300 тысяч человек из России и порядка 250 тысяч человек с Донбасса. Вторая новость, которую мы знаем, вот четверть браков в Севастополе брачный бум, да, свадебный бум, и вот около четверти браков это уже браки с участием людей не из Севастополя. Это тенденция, и это, я не знаю, вот такое поведение Российской Федерации, оно для чего ей нужно, по-вашему? Ну,
как вы уже упомянули, что это не первый случай в истории. Это нужно для того, чтобы как можно больше заселить полуостров вот именно тем самым пришлым контингентом. Мы наблюдали это после 1944 года, когда депортировали крымских татар. Даже ранее того, я хотела бы сказать, даже ранее, после того, как не стало Крымского ханства, распалось Крымское ханство, после 1783 года, вот тогда была первая волна таких вот вынужденных мигрантов, а уже после 44-го это было настолько осознанно, потому что создавались целые деревни, и я помню даже из рассказов вот этих вот переселенцев после 44 года, их насильно даже женили, потому что были такие случаи, и даже не спрашивали, хочет ли там девушка или парень вступить в брак, их просто женили. Это происходило на территории Крыма, создавались такие семьи, умышленно заселяли полуостров, тогда это было около миллиона, ну, естественно, на протяжении определенного количества лет, но заселили почти 1 миллионом человек полуостров. И то есть эта тенденция наблюдалась всегда. Сегодня Россия, она всегда в своей политике одинакова. То есть как она действовала несколько десятков лет назад, ну, даже 100 лет назад, 80 лет назад, так она и действует сейчас. У нее политика не меняется. Ей нужно для того, чтобы закрепить за собой полуостров. Вот эта вот политика сегодня и происходит, что как можно больше заселить людей, как можно больше, чтобы создались браки, чтобы эти дети, рожденные на полуострове, потом говорили, что они якобы коренные жители полуострова. И, естественно, мы наблюдали ту тенденцию массово, когда возвращались крымские татары в конце 80-х, начало 90-х годов, когда именно враждебно встречали те люди, которые приехали после 44-го. Те, которые жили до 44-го, воспринимали совершенно нормально. После 44-го, которые оказались на полуострове, именно враждебно воспринимали. То есть шла не только эта политика, на демографию именно того населения, которое выгодно России, которым можно управлять. То есть они сегодня создают точно такое же общество на полуострове, которым можно управлять, которое будет пророссийское. Это все делается умышленно. В свое время это повторилось не только с Крымом, это было и с Донбассом в свое время, когда привозились люди с разных регионов и областей России, заселяли тоже Восточную Украину. Поэтому то есть это такая технология, это такая технология закрепления на своей территории. Но смотрите, проходит же время, и люди, даже приехавшие, живут в неком обществе, в неком окружении. Происходят ли сдвиги, или вот четко приехавшие, они и их дети будут вести такую пророссийскую линию? Как вы, как историк, можете оценить эту ситуацию? Мы знаем на примере, когда уже за 20 лет независимой Украины все равно происходила такая вот культурная интеграция. Поэтому уже не было таких межнациональных конфликтов на полуострове. Уже выровнялась, была стабильная ситуация, достаточно стабильная, потому что дети ходили в одни и те же детские сады, школы, университеты. То есть не было вот этого. Но сейчас я не знаю, как будет разворачиваться событие, потому что с каждым разом завоевательная позиция России, она становится все более агрессивной и агрессивной. И поэтому как будет дальше, что будет... Но я думаю, это мое такое, может быть, субъективное мнение, что все равно аннексия, оккупация Крыма — это не долгий процесс, это все равно рано или поздно закончится. И те люди, которые сегодня приехали на полуостров, я не думаю, что они задержатся на полуострове. Я все-таки думаю, что часть какая-то определенно уедет. Какая-то часть, естественно, останется. Она будет привыкать к новым реалиям, она все равно будет жить и с остальным населением, украинским, крымско-татарским населением на полуострове. Им придется мириться, потому что в любом случае все равно создалось уже это общество, и оно не будет подстраиваться под переселенцев из России. Оно будет существовать, и те переселенцы, надеюсь, что они будут принимать какие-то процессы в интеграционной политике уже в украинском Крыму, Но мне, конечно, бы не хотелось, чтобы Крым опять-таки заселяли там с Якутии, с Урала и тому подобное, потому что, все-таки Крым не может быть так перенаселен.
Вот, он территориально не позволяет. А сегодня мы знаем, что в Крыму более 2 миллионов, и тем более, как уже Мустафа Джемилев говорит, что еще заселили. Цифру точную приводил, но я думаю, что это даже более занижено еще, наверное, потому что сегодня каждый день приезжают новые и новые люди. Мы видим, как сегодня разрастается полуостров в плане того, что строится очень много домов. Домов именно для вот этих вот переселенцев, многоэтажных домов много появилось в последние То есть это не годы. только российские военные, но еще и гражданские, которые приезжают, и именно для них строят жилье, я правильно понимаю, да? Не только военные. Для военных дается военная ипотека, для гражданских гражданская ипотека. И это все делается для того, чтобы они там укоренялись и жили. Но я надеюсь, что они там не укоренятся и не будут жить, потому что все-таки ситуация может в любой момент измениться. Спасибо вам огромное. Гульнара Абдулаева, крымский историк, была с нами на связи. Обсуждаем сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, на радио Крым Реалии, вопрос свадебного бума в Севастополе и, в частности, тот аспект, что четверть заключенных браков — это браки не между севастопольцами или там севастопольцами и жителями соседних городов Крымского полуострова, а это браки с участием граждан соседней России. Вот, собственно, Гульнара Абдулаева только что говорила, что это с точки зрения исторической перспективы стандартная политика Российской Федерации для того, чтобы закрепиться на оккупированном полуострове. У нас есть еще одно включение. Скандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа, сейчас с нами на связи. Скандер, здравствуйте, слышно ли меня? Доброе утро. Доброе утро. Вот как вы оцените, политику России относительно завезения, я не знаю, заселения своими гражданами территории аннексированного полуострова? Насколько мне известно, даже по международным конвенциям, и в том числе ООНовским правилам, это, такое нельзя делать с аннексированной территорией. Однозначно. Четвертая Женевская конвенция четко говорится о том, что нельзя проводить замещение оккупированной территории. Кроме того, последние резолюции Организации Объединенных Наций, в которой и ряд документов, и Комитета министров Парламентской ассамблеи Совета Европы, и Европарламента четко обозначили, и сегодня практически во всех международных документах Крым является или признан оккупированной территорией, а Российская Федерация является страной-оккупантом. И, соответственно, страна-оккупант не имеет права заниматься замещением населения. Но, как было сказано ранее, историк Гульнара Абдулаева, она рассказала, скорее всего, о тех событиях, которые происходили именно в судьбе крымско-татарского народа и с Крымским полуостровом, когда происходило целенаправленное замещение населения. То есть выдавливалось коренное население, и взамен вместо коренного населения заселялось население из России. И поэтому живым примером крымско-татарский народ, будучи коренным народом, он стал численным меньшинством, а после депортации 1944 года практически тотально был депортирован. Хорошо, можно я, извините, перебью вас, но скажите, пожалуйста, ваши представители Меджлиса крымско-татарского народа в постоянном контакте, в том числе с международными правозащитными структурами, каковы ваши требования к Российской Федерации относительно этого завезения граждан Российской Федерации на территорию аннексированного Крыма? Если аннексия или когда аннексия закончится, эти люди обязаны будут, по-вашему, выехать или что с ними должно произойти? Потому что я не верю, что сейчас Россия откажется от таких планов. Если, по международным конвенциям запрещена оккупация соседнего суверенного государства, с которым у тебя четко определены границы, но тем не менее Крым аннексирован. Я не думаю, что Россия прекратит это. Что вы хотите, чтобы было потом? В первую очередь, конечно, я как член Меджлиса и все мои коллеги, которые работают на международном уровне, мы используем все международные площадки, чтобы в первую очередь зафиксировать, что идет процесс замещения населения, что это грубое нарушение международного права и в первую очередь 4-я Женевская конвенция. И результатом таких постоянной работы на международных площадках является
что те резолюции, которые, в принципе, этот процесс застолбили, зафиксировали. Теперь, что касается дальнейших действий, что нам необходимо делать для того, чтобы вот все это пришлое население, оно самостоятельно покинуло Крым после деоккупации. Для этого нам нужно на нашем, на украинском уровне, на законодательном уровне прописать законы таким образом, чтобы эти люди сами изъявили желание уехать и оставить нас в покое. Потому что если однозначно Россия, даже слабая Россия, когда она будет уходить из Крыма, а когда она будет оставлять Крым, она постарается оставить пятую колонну. То есть с помощью которой через некоторое время она сможет снова совершить вот тот злой факт или те злые деяния, которые совершила она в 2014 году. Поэтому я думаю и я считаю, что в первую очередь мы должны принять на украинском уровне законы о деоккупации, законы о коллаборации и так далее, и тому подобное, для того, чтобы эти люди сами понимали, что им делать в Крыму нечего, что им нужно уезжать. Кроме того, тот закон о временно оккупированных территориях, в нем четко говорится, что любая юридическая сделка, даже купли-продажи, они являются недействительными. И поэтому чем быстрее мы будем принимать подобные законы, тем мы больше будем иметь инструментов для посыла и для предупреждения вот таких действий. А Российская Федерация целенаправленно это делает для того, чтобы в будущем заявить о том, что крымчане за Российскую Федерацию и что Крым должен быть частью Российской Федерации. Хорошо, последний к вам вопрос, извините, буквально на 30 секунд. А делается ли что-то для того, чтобы люди в Крыму знали, что, например, их брак, заключенный на территории оккупированного Крымского полуострова, просто нигде в остальной части мира не признается? Ну, в первую очередь, мы, конечно, работаем с нашим населением, я имею в виду с проукраинским населением, с крымскими татарами, с украинцами, с русскими, которые еще сохраняют привязанность к Украине. Что касается, конечно, пришлого населения, то здесь действительно нужно думать о том, как вести вот эту кампанию, чтобы они понимали, что они совершают преступления, заключая договора и приезжая на территорию Крыма. Но я думаю, это отдельный и достаточно такой серьезный вопрос, над которым нужно серьезно работать над информационной кампанией, чтобы люди, которые приезжают в Крым, понимали, что они нарушают международное право в первую очередь. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Он также председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Говорим о свадебном буме в Севастополе и, в частности, о том аспекте, что четверть заключенных в Севастополе браков — это браки не между севастопольцами или, например, севастопольками, да, и жителями соседних крымских городов, а это браки с приехавшими, браки с гражданами Российской Федерации. Еще одно телефонное включение у нас. Прибыткова Ирина Михайловна с нами на связи, доктор экономических наук, профессор социологии. Здравствуйте, Ирина Михайловна, слышно ли меня? Доброе утро, я вас хорошо слышу. Ну вот основной вопрос, да, зачем Российская Федерация массово завозит своих граждан, причем из отдаленных даже регионов, на территорию Крымского полуострова? Вот у нас на связи уже была Гульнара Абдулаева, которая рассказала, что это, действительно в истории далеко не первый случай. И вот с точки зрения социологии, как это влияет на ситуацию в самом Крыму? Это не только с точки зрения социологии, это и с точки зрения демографии, экономики и в первую очередь геополитики на данный момент, так как развиваются события. Это действительно не первый случай в истории Крыма. Крым всегда был очень привлекательной землей для переселений. И история насчитывает многократные изменения состава населения. Вот если обратиться к 1944 году, когда были выселены крымские татары,
то Крымский полуостров вдруг оказался опустошенной землей, не только выбитой войной, но и выбитой депортацией. И тогда срочно стали завозить людей. Кто были эти люди? Это были колхозники из российских областей, таких как Ростовская, Воронежская, Тамбовская, Курская, Орловская, Брянская. Не все там задерживались. И в результате оказалось, что к 1948 году Крым нуждается и в рабочей силе, и просто в населении. И тогда были включены две крупных программы, которые действовали на территории всего Советского Союза. Это сельскохозяйственное переселение семей и вторая организованная набор рабочих. Так сформировалось современное население, ну не современное, но на момент, скажем, распада Советского Союза население в Крыму, вот, которое считает, что Крым наш, что они там всегда были, что они хозяева. Все остальные там украинцы, крымские татары – это варяги, которые учинили нашествие на их землю, потому что эта земля Крым наш. Хорошо. А теперь, когда Да, завод прошу. Севастополь, это прежде всего военно-морская база. Конечно, там был сменен состав не только военно-морского флота, но и всех обслуживающих служб. И эти люди стали привозить себе, мы говорим сейчас о свадебном доме, стали привозить себе вторую половинку. Ну вот сколь будут крепки эти браки, трудно сейчас сказать. Но, во всяком случае, они уже заключены. Вот это главная причина того, почему там наблюдаются эти процессы. Это тоже проба закрепиться на острове, увеличить его население за счет русских переселенцев. Вот таким вот образом. Хорошо, я помню еще одну там историю, что Крым всегда считался, в советское время считался таким удобным местом для военных пенсионеров, которые вот либо перед пенсией, либо уже на пенсию уезжали, там как-то получали жилье в том же самом Крыму, и таким образом вот тоже было влияние на демографию. Сейчас такая ситуация может сохраняться? Это трудно сказать. Понимаете как? Анализ – это вещь строгая, нужны данные. Данные сейчас не то что закрыты, они недоступны просто. Но то, что там было очень много военных пенсионеров, так они и сейчас там сохранили, потому что это люди в возрасте, и они уже в таком возрасте, уже в старших возрастных группах, мобильность очень резко падает. Так что они там, и члены их семей, и их дети, и их внуки, они там, они все там. Ясно, спасибо вам огромное. Что Севастополь – это город русской славы. Хорошо. Ирина Прибыткова была с нами на связи, доктор экономических наук, профессор социологии. Что ж, уважаемые радиослушатели, на этом моя сегодняшняя работа на радио Крым Реалии заканчивается. Спасибо, что все это время были с нами. Меня зовут Павел Новиков. Я напоминаю, вы всегда можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, писать в Твиттер и смотреть наши трансляции в Фейсбуке и Ютубе. Пока!